Абхазии нет детских домов, но это не означает, что в республике нет детей, нуждающихся в дополнительной заботе со стороны государства. Сколько раз специалисты, занимающиеся защитой прав ребенка, ломали голову, куда пристроить несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, когда нахождение их в родной семье становилось небезопасным. Брали к себе домой, и это был единственный выход. Но решать такие вопросы в частном порядке всегда непросто. Нужна системная и скоординированная работа всех компетентных служб, занимающихся судьбой детей. Нужны альтернативные формы устройства несовершеннолетних, где будут созданы оптимальные условия для жизни ребенка и его воспитания. Есть несовершеннолетний, от которого отказалась семья усыновителей. После этого как бы его взяли в семью, была оформлена временная опека, но он является таким достаточно непростым, потому что дети бывают разные. Чаще всего детей представляют белыми и пушистыми, а когда уже оформляют опеку, либо усыновляют, их ожидания не соответствуют реальности, потому что необходимо понимать, что дети, которые растут в сложных условиях, в социально уязвимых семьях, у них могут быть разного рода проблемы, в том числе и психологического характера. У них может быть там расстройство поведения личности, они не всегда понимают, как нужно себя вести, как разговаривать. У них нет режима, к которому дети привыкают в обычных там полных семьях благополучных, поэтому чаще всего опекуны или усыновители сталкиваются с такими проблемами, к которым они не готовы. И вот случай с этим несовершеннолетним, он и на сегодняшний день как бы без опеки, потому что не нашлась семья или человек, который взял бы за него ответственность. И дошло до того, что мы даже обратились к уполномоченной Российской Федерации, моей коллеги, и они нас связали с уполномоченным Северной Осетии, где сейчас мы ему подбираем образовательный центр, в котором он сможет жить и находиться постоянно и получить определенную специальность. Он захотел вот стать поваром, и если это юридически будет возможно, сейчас мы решаем вопрос. Я думаю, что решением органа опеки мы будем его туда направлять, и для того, чтобы у него была и крыша над головой, и была обеспечена безопасность, и чтобы он получил специальность, которая его в будущем, грубо говоря, прокормит. Практически все вопросы решаются в частном порядке, в таком, грубо говоря, в ручном режиме. Должна работать система, должны быть центры и кризисный центр. Слава богу, патронатные семьи скоро начнут выполнять свои функции, должны быть прописаны определенные протоколы взаимодействия, как в такой ситуации каждый орган должен взаимодействовать с другим, за что отвечает опека, за что отвечает социальная служба, за что отвечает аппарат уполномоченного и другие. Вот это все должно быть прописано, проработано, и обязательно у нас в стране должен быть кризисный центр. Совершенно недавно сотрудники детского фонда столкнулись с проблемой определения одного из детей, собственно говоря, у себя, да, то есть ребенок оказался на улице. В учебное время он обучался в интернате, в Сухумском лицее-интернате, хотя тоже, если мы учитываем, да, определенную категорию, он там не должен был находиться, да, по определенным показателям. Но тем не менее, у нас, кстати, Сухумский интернат тоже отчасти превратился в какое-то такое временное прибежище детей, и это тоже крайне недопустимо, потому что они просто не могут в полной мощи выполнять свою образовательную функцию. Это не совсем правильно, потому что на субботу-воскресенье детей забирают, вот, а получается, эти дети, им даже некуда в субботу-воскресенье пойти, но условия этого интерната не предусмотрены для нахождения таких детей 7 дней в неделю. И это тоже сопряжено с определенными проблемами возникающими. Так вот, был такой случай, когда вот ребенка было просто некуда деть. От него
отказалась одна семья, которая, ну вот, мы не можем обвинять их ни в чем, то есть они хотели, наверное, сделать доброе дело, но не выдержали опять-таки, да, то есть опять-таки я хочу, чтобы мы понимали, о какой категории детей мы говорим здесь, да, то есть дети, ну вот, с определенными поведенческими, да, там, особенностями, ну, не получилось, не выдержали. В итоге ребенок оказался на улице. И вот какое-то время жил у сотрудницы социального работника детского фонда, потом у другого сотрудника. Но я хочу сказать, что вот эти эмоциональные порывы добра, они сталкиваются потом уже в процессе жизни с определенными трудными обстоятельствами, потому что все-таки добро добром, но реальность она совершенно другая. Когда отсутствуют, например, да, условия труда, условия жизни, да, то есть недвижимость недостаточно, допустим, там, большая, да, когда определенные материальные проблемы возникают, когда фактически нет возможности даже ребенка этого обучать. Да, то есть он же не придет и не будет сидеть 24. Ты несешь за него такую же ответственность, как и за своих детей. То есть ребенка нужно было куда-то вывозить на какие-то курсы, чем-то его развивать летом. И получается так, что нет возможности даже какой-то, ну, оплачивать, понимаете, вот поездки этого ребенка. То есть мы постоянно сталкиваемся с какими-то трудностями. И каждый раз находятся те люди, которые выруливают худо-бедно, они выруливают из этой ситуации. Но это неправильно. Если мы говорим о государстве развитом, о демократическом, о активном, то я думаю, что проблема в том, чтобы это стыдно его не иметь. И стыдно иметь детей, которых некуда деть, понимаете? Вот я считаю, что да, это стыдно. Некуда обратиться, потому что одни структуры говорят, это не в нашей компетенции там, помочь чем-то. Другие структуры говорят, ну это тоже не в нашей компетенции. И вот так вот мы бегаем, понимаете, просто замкнутый круг какой-то получается. Дети, в отношении которых происходит физическое и психологическое насилие в семье, нуждаются в срочной помощи и защите, говорят специалисты. Главное не опоздать. В подтверждение еще несколько историй, которые, кажется, невозможно представить в наше время и в нашей стране. Есть случай, когда насилие в семье, в насилии подозревался сводный брат в отношении сестры. Правда, он судом оправдан, однако на сегодняшний день эта несовершеннолетняя проживает под одной крышей с тем человеком, который подозревался в насилии в отношении нее. Подозрения сняты, но, на мой взгляд, эти несовершеннолетние должны, конечно же, находиться не там, они должны находиться либо в семье опекунов, либо, если бы у нас уже была бы одна из форм устройства ребенка, то решением органа опеки их, конечно же, нужно было оттуда в срочном порядке взять, изолировать и оказывать им всю необходимую помощь и социализировать. Таких примеров немало. Есть пример, когда вот также ребенок остался без опеки, у него была мама, которая попала в места лишения свободы, и ребенок остался без близких, родных, родственников. Те, которые у него были, отказались брать за него ответственность и стать опекунами. Ребенок находился то в семье психолога детского фонда, то в семье других людей, которые, конечно, не могли на постоянной основе смотреть за ним. И, слава богу, спустя определенное количество времени нашелся человек, нашлась семья, которая взяла за него ответственность, и сегодня он находится в благополучной семье, у него все хорошо. Но этот случай как бы завершился благополучно для этого несовершеннолетнего, но не каждый случай так благополучно завершается. По поводу категории семей, где мать ведет аморальный образ жизни. Аморальный настолько, что все вот содеянное совершается на глазах у несовершеннолетних. То есть о каких психических здоровых процессах мы можем говорить. И вот когда возникают такие случаи,
просто крайняя необходимость выводить ребенка из этой семьи. Просто крайняя необходимость есть. А в этих случаях вы узнаете от соседей, как ребенок же сам не обратится, как это все происходит? Ну, вообще вот с появлением социальной службы ситуация гораздо улучшилась в плане информирования, я имею в виду. То есть мы тесно сотрудничаем. В принципе, мы все общественные организации и государственные структуры, которые занимаются данным вопросом, мы все тесно сотрудничаем. И поэтому вот каждая организация выполняет свою определенную функцию и помогает этим семьям, либо детям, чем может. Оказывая там социальную поддержку, психологическую бесплатную поддержку, юридическую помощь в случае необходимой, и медицинскую поддержку, да, родителям, ну или детям. То есть вот в такой вот совокупности. Но опять-таки это все не зарегламентировано, то есть это вся система, она, ну как сказать, не продумана, ну как правильно сказать, она держится на добровольных началах, понимаете, взаимосвязи этих организаций. То есть нет четкой системы действия, нет путеводителя, что делать в той ситуации, если возникает то-то. И мы каждый раз в своей работе и сталкиваемся вот с подобными подводными камнями. Между двух огней, между родителями, между детьми мы оказываемся посередине. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Абхазии упорно ставит вопрос об открытии государством Центра временного пребывания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Именно центра, а не детского дома, где дети смогут переждать острый период семейного кризиса, почувствовать заботу и найти домашний уют. В таком учреждении нуждаются ежегодно от 10 до 12 детей, говорит Мактина Джинджоля. Тема кризисного центра очень актуальна для нашей республики, несмотря на то, что все проблемы семейные, проблемы детей, они табуированы в нашем обществе, но о них нужно говорить для того, чтобы дети, которые нуждаются в помощи, они ее получили вовремя. Вот если переходить к опыту аппарата уполномоченного, то нам часто поступают различные сигналы так от граждан Республики Абхазия, иностранных граждан, так и от различных органов и служб, которые работают в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних, с тем, что тот или иной ребенок попал в опасную для жизни и здоровья ситуацию. Вот в таких ситуациях, когда ребенок остался без опекунов, без родителей, не всегда есть люди рядом, которые готовы взять ответственность за ребенка на себя. Не у всех есть родственники, родные и люди, готовые помочь ребенку. В такой ситуации орган опеки и попечительства должен принимать решение, что делать и как поступать в дальнейшем, чтобы судьба у этого ребенка была наиболее благополучной. Но для того, чтобы принять решение, найти опекуна, либо семью усыновителя, на это все нужно время. И тут возникает вопрос, куда деть ребенка за то время, пока орган опеки и попечительства будет принимать решение по поводу дальнейшей судьбы ребенка. У нас основная проблема, которую мы выявили в своей работе, и о которой и до нас, до появления аппарата, говорили различные органы, представители общественных организаций, это отсутствие альтернативных форм устройства ребенка, кризисных центров, патронатных семей. В основном форма устройства ребенка. И это опека и попечительство. В основном все функции возложены на орган опеки и попечительства касаемо принятия жизненно важных решений касаемо несовершеннолетних. Можно умалчивать этот вопрос, можно говорить о том, что это сейчас не актуально и не в приоритете, но проблема от этого никуда не девается, она нарастает как снежный ком. И, как правило, с этой проблемой сталкиваются люди, непосредственно работающие ежедневно с подобными семьями. И как бы мы ни говорили о том, что создание такого центра подорвет авторитет страны, что это не совсем по этическим, моральным, нравственным соображениям допустимо на нашей территории. Но я еще раз хочу сказать, так могут говорить те люди, которые далеки от этой проблемы.
При Министерстве соцобеспечения и демографической политики Абхазии работает группа специалистов, куда вошли юристы аппарата уполномоченного по правам ребенка. Был разработан устав кризисного центра и штатное расписание. С открытием такого центра появится возможность и время спокойно подыскать ребенку опекунов или усыновителей. Но это крайняя мера, подчеркивает Мактина Джинджоля. Главная задача – попытаться сохранить ребенка в родной семье, но при этом помочь родителям справиться с бытовыми сложностями. Самый главный принцип – это принцип неразделения ребенка и родителей, если это возможно. Но есть случаи, когда нахождение ребенка в семье, даже его родных, мамы и папы, либо в семье опекунов, оно является невозможным ввиду того, что это грозит опасность ребенку, его жизни и здоровью. В таких ситуациях, конечно же, орган опеки должен принимать решение об изъятии ребенка из семьи и помещать, как я уже сказала, в альтернативные формы устройства, которых у нас на сегодняшний день нет. Значит, после того, как мы разработали всю необходимую нормативно-правовую базу, мы обращались в различные органы, и в кабинет министров, и в администрацию президента, и в соответствующий комитет парламента, в Министерство соцобеспечения, в Министерство здравоохранения и различные органы министерства, которые непосредственно связаны с несовершеннолетними. На сегодняшний день есть понимание и поддержка со стороны правительства. Было озвучено, что начался процесс поиска соответствующих зданий, даже рассматривали варианты частных домов, но на сегодняшний день нет решения правительства о создании кризисного центра. Мы в ожидании этого решения, и вопрос этот остается актуальным, и по той ситуации и статистике, с которой мы сталкиваемся, этот вопрос с каждым годом еще больше и больше актуализируется. Мы работаем с семьями, где мы имеем дело с хронической алкогольной зависимостью в тяжелой форме, когда дети, собственно говоря, ежедневно наблюдают приступы какой-то галлюцинации, да, у родителей или у одного из родителей, либо это белая горячка, типичное, да, проявление. И я хочу сказать, что, как правило, вот в данных семьях эти дети являются кормилицами. То есть они, если они не подворовывают, если они не бродяжничают и не попрошайничают в худшем случае, то в лучшем случае они добывают пропитание на себя и на свою семью сами. То есть это что? Ловят рыбу, ловят голубей, варят суп из них. Это вот типичные примеры не откуда-то из далекой да, Европы. Это с тем, то, с чем мы сталкиваемся. Да? То есть вот они добывают себе таким образом пищу не только себе, но и всем членам семьи. Это семьи, где, например, родители признают одного из родителей, опять-таки акцент делаю на неполной семье, признают недееспособным по разным причинам. Это могут быть психические какие-то серьезные заболевания, могут физические, да, какие-то отклонения, несовместимые, например, с выполнением функций, да, родителя. Это категория детей, чьи родители отбывают наказание в колонии строгого режима. И такие у нас тоже очень частые случаи. И мы прекрасно с вами понимаем, что чем отягощено преступление, то есть да, с особой там, жестокостью совершено, то, соответственно, и срок увеличивается. И были случаи, когда таких родителей лишали прав материнских прямо в зале суда. И не только за тяжкое преступление, совершенное ими, а за преступления, совершенными с их же детьми, да, то есть в отношении их же детей, несоблюдение элементарных, да, норм воспитания, мягко говоря. То есть еще к этой категории можно отнести семьи, где просто родители умирают, и дети остаются один на один с проблемой. Но таких семей меньше мы имеем, да, по статистике. Сюда также отнести семьи можно, где над детьми совершается насилие, в том числе и сексуальное насилие. И как ни прискорбно об этом говорить, но мы видим статистику последнего времени, что
это имеет место быть и довольно-таки в активной форме. Бюджет кризисного центра более 8 миллионов рублей. Вполне по силам государству. Помимо того, что такая форма устройства детей менее затратная, это еще и современный и щадящий способ решения проблемы. Пока сверстники в нормальных условиях познают мир, дети в детском доме живут по жесткому распорядку, ограничены в контактах. Жизнь детей проходит в больших коллективах. После детского дома большинству выпускников самостоятельная жизнь дается непросто. Поэтому эксперты категорически против детского дома. Бюджет тот, который мы прописали на ежегодное содержание, более 8,5 миллионов рублей. Это не считая единовременных расходов, связанных там, если приобретается дом, с приобретением дома и его оборудованием, оснащением. Вот ежегодно 8,5 миллионов рублей. Это с учетом и зарплаты сотрудникам. Порядка 16 человек, посменно будут работать. Это психологи, это социальные педагоги. В основном они, помимо этого, там повар, охрана, медсестра на случай, если ребенку необходима будет экстренная медицинская помощь. Но они посменно будут сменять друг друга, чтобы дети, конечно же, не находились на дне ни в коем случае. И тут самый важный момент, чем отличается кризисный центр семейного типа от того же детского дома, он находится в кризисном центре, но ни в коем случае не будет изолирован от сообщества, в котором он находится. То есть дети, находясь в кризисном центре, мы предусмотрели, что они будут посещать школу, детские сады. То есть момент социализации, он очень важен. Это не детский дом, в который там ребенка поместили, он находится в этом казенном, бездушном, если можно так сказать, учреждении государственном. Он вырывается из знакомой ему среды. Да, не вырывается, но просто, конечно же, есть присмотр за ним, педагоги и руководство этого центра присматривают, следят, но он находится в социуме и он находится в том сообществе, в котором он проживает и не изолируется ни в коем случае. В Советском Союзе было распространено, да, такое вот учреждение, как детский дом. Но потом стали отходить все-таки от этой тенденции, потому что считается, что все-таки в детском доме дети недолюбленные, недоласканные, недосмотренные. Как бы ни относились хорошо воспитатели и учителя, да, вот подобного заведения, их очень много таких детей. И каждому индивидуально подход найти очень сложно. И, как правило, по выходу, опять-таки, я не говорю, что это 100%, но, как правило, вот дети, выходцы из детского дома, они имеют определенные тоже поведенческие особенности. Они не самостоятельные. Есть те, конечно, у которых тоже вот улыбается звездочка. Есть и такие случаи, но зачастую государство несет большую ответственность и колоссальные растраты. То есть, что такое детский дом? Это там буквально, грубо говоря, с рождения, мы не знаем, в каком возрасте окажется этот ребенок в детском доме, до достижения 18 лет, до совершеннолетия. То есть это колоссальные затраты финансовой стороны, ну и плюс, прежде всего, наверное, так скажем, нравственно-этической. А когда мы говорим о кризисном центре временного содержания, то есть мы надеемся, что за этот период, полгода, ну хорошо, год, да, мы либо будем работать с этими семьями, из которых вывели этих детей, если есть такая возможность, да, как-то изменить ситуацию психологическую, социальную атмосферу в семье, либо мы будем искать достойных кандидатов, работая тем самым с детьми, то есть психологи, неврологи, педагоги, социальные работники. Это, конечно, тоже кропотливая работа, но мы этим детям все равно будем давать надежду на жизнь и путевку в жизнь. С апреля этого года запускается проект о патронатном воспитании детей до 18 лет. Для Абхазии это новое явление. Это когда патронатный родитель становится скорее воспитателем и несет ответственность за ребенка совместно с уполномоченной организацией.
Срок пребывания ребенка в семье патронатного родителя может быть как краткосрочным, так и на долгий период. Из 10 семей отбор прошли 5. Их подготовили и совсем скоро они возьмут на себя благородную миссию. Все расходы на реализацию этого пилотного проекта были заложены в бюджет, государственный бюджет 2024 года. Сейчас активно идет процесс подготовки семей. Было отобрано 5 семей, которые проходят подготовку для того, чтобы у них была возможность уже принимать детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В этом процессе именно подготовки и методологическую помощь оказал Сухумский офис детского фонда ООН, за что им большая благодарность. И вот с апреля месяца уже можно сказать, что Институт патронатных семей полноценно заработает в Абхазии. Вот каждая семья, она берет по одному ребенку или могут по 2-3 взять? Прежде чем семьи были отобраны, они проходили определенное анкетирование, с ними беседовали. Есть, значит, определенные предпочтения у каждой семьи. Семьи, которые, например, готовы взять одного ребенка только. Есть семьи, которые готовы более 2-3 детей. Есть семьи, которые не готовы брать, скажем, ребенка с инвалидностью или младенца. То есть у каждой семьи есть, конечно же, свои определенные, скажем так, критерии, с каким ребенком они могут работать наверняка, а с каким нет. Это важно прописывать, проговаривать, чтобы в дальнейшем уже не было никаких проблем в работе данной службы. Институт патронатной семьи и детский кризисный центр – разные формы альтернативного устройства детей, говорит Мактина Джинджоля. Один проект не может заменить другой. Если говорить о патронатных семьях, то это специально подготовленные семьи, которые подписывают договор, соглашение с государственными органами, которые не берут всю ответственность за ребенка на себя. Эта ответственность разделена между патронатной семьей и органами, такими как орган опеки и попечительства, Министерство соцобеспечения и демографической политики, Служба социальной поддержки детей и семей. Если, например, семья усыновляет ребенка или оформляет человек опеку над ним, конечно же, всю ответственность за ребенка в этой ситуации берет опекун, либо семья усыновителей. А в случае с патронатной семьей эта ответственность разделена между семьей и государственными органами. И это сам человек или семья, который как бы согласился стать патронатным, он заранее знает, что это на договорной основе, это услуга, которую он предоставляет вот на государственном уровне, помогая ребенку в сложной жизненной ситуации справиться с его ситуацией, обеспечить ему безопасность и все необходимое для того, чтобы он спокойно жил и развивался в этой семье. А если касается вопроса кризисного центра, кризисный центр, как мы его видим, это вот устройство семейного типа, это такой дом, который похож на обычный семейный дом, в который ребенок попадает временно, это как убежище временное, самый максимальный период его нахождения 6 месяцев, и в течение этого времени все органы должны работать над тем, чтобы решить вопросы по поводу его дальнейшей судьбы. То есть они обязаны за 6 месяцев найти либо семью опекунов, либо усыновителей, либо, если есть такая возможность, конечно же, вернуть ребенка в семью. Это самая первичная задача у всех служб и органов. Допустим, чтобы мы поняли, как эти формы могут взаимодействовать друг с другом, можно привести примеры. Допустим, ребенок остался без опеки, один, неважно, что у него произошло, стал сиротой, или его родители были, попали в места лишения свободы. Разные ситуации бывают.
Например, если бы была бы и патронатная служба уже работала, и кризисный центр, ребенка можно было бы, например, в выходные дни поместить в патронатную семью на выходные дни. За эти выходные службы соответствующие подготовили бы все необходимые документы и прошли бы дети проверку для того, чтобы поместить их в кризисный центр, и у служб просто появилось бы время для того, чтобы найти ребенку опекунов, либо семью усыновителей. То есть одна мера, она не заменяет другую. Это две полноценные самостоятельные формы устройства ребенка, которые должны работать параллельно. У кого-то может возникнуть вопрос, зачем в стране, где чтут традиции, открывать подобные учреждения для детей? Все равно найдутся родственники, которые возьмут ребенка к себе, где он будет меньше испытывать психологических, эмоциональных и поведенческих проблем, потому как сохраняется связь с семьей и местом жительства. Но так бывает не всегда. Да, так должно быть. Но если мы будем говорить о том, с какой категорией населения мы имеем дело, да, с какими детьми, как я сказала, с социальным поведением, как правило, с деструктивным поведением, девиантным поведением. Опять-таки, почему? Потому что, воспитываясь в таких семьях, мы понимаем, что дети определенный образ жизни, воспринимая и принимая его, воспроизводят потом, да. То есть поэтому мы относим этих детей к трудным подросткам. И вот, что греха таить, мы с вами хотим, если речь идет об усыновлении, то мы с вами хотим детей здоровых, маленьких, там, до определенного возраста, младшего школьного возраста, максимум там среднего, да, школьного возраста. И, как правило, за чертой находятся дети именно в подростковом периоде, да, переживая помимо того, что свои кризисные возрастные периоды подростковые, так еще отягощенные вот этой вот ситуацией, да, семейной ситуацией. И получается, эти дети, они становятся фактически никому не нужны, потому что никто, я не могу сказать, но, как правило, не хотят взять на себя ответственность, вести ребенка в семью с подобным девиантным нарушением, да. Вот. И в результате мы что видим? Какую картину? Дети эти остаются за порогом, без надзорности, то есть они без официальных опекунов развиваются, да, растут. И тогда на помощь приходят альтруисты. Так всегда было во все времена, на которых держался мир. То есть кто такие альтруисты? Это те люди, которые работают в этой сфере, которые каждый день сталкиваются с этой проблемой. И прежде всего срабатывает эффект человечности, потому что мы не можем прийти домой накормить своего ребенка горячим супом, зная, что чей-то ребенок, он находится, мягко сказать, голодный, холодный, оказался на улице и вообще никому не нужно. Естественно, вот среди специалистов, работающих в этой сфере, находятся добрые люди, которые неоднократно, это десятки случаев, это не то, что я рассказываю один какой-то случай, просто вынуждены были забирать детей к себе домой. И я хочу сказать, что слово, может быть, не совсем такое приятное, да, в данном случае, но именно вынуждены. Почему? Потому что не у всех есть возможность, жилищные условия какие-то. В конце концов, дети бывают, когда противоположного пола и ровесники. То есть нарушаются какие-то инструкции. И мы прекрасно понимаем, что взять ребенка просто даже временно или тем более оформить опекунство, то это такой очень серьезный шаг, взвешенный шаг. А когда этот шаг делается от того, что просто другого выхода нет, то, конечно, это не совсем хорошо. К тому же я хочу сказать, что нарушается и кодекс, рабочий кодекс. То есть даже вот по кодексу фактически сотрудники не имеют права брать таких детей. Но мы идем на нарушение, потому что другого выхода у нас нет. Когда мы говорим о том, что вот дети, вот что с ними делать, отправить в детский дом в Россию, или пусть они там по соседям ходят, или пусть заберут сотрудники, да, центров определенных, общественных каких-то организаций. Но ведь это все до поры до времени, это же не игрушка, это человеческая душа, израненная душа, которая нуждается в помощи. И если мы, взрослые, несем за них ответственность, а мы несем за них ответственность,
то значит мы должны отдавать отчет своим действиям и насколько необходимо оказать помощь этим детям именно в этот момент, в их трудный период жизни, потому что они члены нашего общества. В конце концов, это и есть наше дальнейшее будущее. Много лет защитой прав детей активно занимаются общественные организации Абхазии. В марте этого года откроется кризисный центр временного пребывания детей семейного типа в районе Каштака. Это стало возможным благодаря усилиям благотворительной общественной организации «Панорама». Арендованный дом расположен на берегу моря, недалеко от всей необходимой инфраструктуры. Единовременно в центре смогут находиться не более 10 детей. Максимальное время пребывания в нем не более 6 месяцев. Директором кризисного центра будет Кама Гопия, руководитель благотворительной организации «Киарас». Проект рассчитан всего на год. Есть надежда, что за это время будет принято решение о финансировании государственного кризисного центра, и дети с непростой судьбой окажутся в безопасности под полной защитой государства.